Блюз от Чикаго до Сухума. Впервые с абхазской сцены прозвучали песни всемирно известных блюзменов. Группа Red Rocks исполнила известные блюзовые хиты всех времен и немного разбавила их собственной музыкой. Программа концерта была достаточно насыщенной. В течение 2 часов музыканты исполнили произведения Роберта Джонсона, Мадди Уотерса, Элмора Джеймса и более современных музыкантов Биби Кинга, Эрика Клэптона, Стиви Раймонда и других исполнителей. Блюзовую культуру в нашей стране необходимо возрождать, считают музыканты. Солист группы Red Rocks Эрик Микая называет блюз страданием глубоко творческого мужчины, подчеркивает, как важно найти себя в этом амплуа. Признавая, что блюз – музыка для взрослых, Эрик Микая за то, чтобы качественную музыку слушало и подрастающее поколение. Спасибо всем огромное. Я хочу поблагодарить нашу публику. Все-таки мои коллеги, мы были правы в том, что мы не рождаем, а возрождаем немножечко забытую культуру красивой, живой, настоящей музыкой, которая дышит, живет, говорит, поет, страдает, радуется вместе с нами. Спасибо всем огромное. Я думаю, что это не все. Если также наша публика будет нас поддерживать, мы еще много раз повеселимся. Группа Red Rocks образовалась совершенно случайно. Страсть Эрика Мика к блюзу поддержал музыкант Аляс Думава. После недолгих раздумий молодые люди решили собрать команду. Сделать это оказалось не так сложно. Сегодня участники Red Rocks – это музыканты группы Сан Себастьян, которая в свое время была очень известна. Эти талантливые ребята и сегодня, безусловно, смогли завоевать любовь зрителя с первых аккордов. Для меня, путешествуя много по миру, и слушать такую музыку – это просто потрясающе. Огромное спасибо. Ну, молодцы ребята, очень понравилось. Молодец, Эрик. Очень красиво было, очень интересно. Супер был драйв, нерв, все как положено. Все как положено для блюзменов. Ну, тот, кто знает, что это такое, это бомба. Молодцы ребята. Группа Red Rocks состоит из 7 человек. Вокалист Эрик Мика в группе выступает также в роли продюсера и менеджера. Музыкант стремится выстроить профессиональную схему отношений в любой творческой группе. Гитарист Аляс Думава не считает себя профессиональным музыкантом. Он признается, только любовь к музыке и блюзу подтолкнула его выйти на сцену. Удался ли концерт, можно судить по реакции зрителей, а их аплодисменты долго не стихали. Сария Смэр, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение.